Сегодня мы поговорим о древнем обряде, связанном с рождением ребенка у казахов, который нередко сравнивают с обрядом крещения. И правда, обряд Кыркынан-Чыгару в чем-то напоминает древние формы духовного очищения и символического перехода в новый статус. Духовная культура тюрков в обрядах рождения. У тюрков духовная культура занимала важное место в жизни, особенно в обрядах, связанных с рождением. Считалось, что младенец до 40 дней находится в особом шекаралык состоянии между двумя мирами. Именно в это время душа окончательно входит в тело, и потому мать и дитя нуждаются в особой защите. В этот период в доме младенца обязательно горел огонь, символ защиты и чистоты. Рядом с люлькой оставляли обереги – нож, камчу, амулеты. На протяжении этих 40 дней женщина и ребенок находились под особой опекой. Кыркынан-Чыгару – обряд очищения. На 40-й день, иногда для девочек 41-й, для мальчиков 39-й, проводился обряд Кыркынан-Чыгару. Его суть – символическое купание ребенка и приобщение его к обществу. Это был яркий и радостный праздник. В чашу складывали 41 серебряную монету, 41 крупинку пшена или риса. Затем каждая женщина в кругу родственников наливала по одной ложке воды, говоря добрые пожелания. Вода должна была настояться на этих словах, чтобы стать благословением. Младенца купали, остригая ему ногти и волосы, символически обрезая все старое. После этого его одевали на новую распашонку с оберегами, перья филина, тумары, бисер. Старая одежда, называемая иткулек, отдавалась или закапывалась, как отработка болезней и зла. Затем следовал дастархан, где гостей угощали, и каждый получал подарок. Исторические параллели. Некоторые исследователи, включая Мурата Аджи, высказывают мнение, что обряды очищения водой были присущи тюркским народам задолго до распространения христианства. Он пишет, что на Древнем Алтае младенцев окунали в холодную воду, как акт духовного очищения и вхождения в мир под покровом Тенгри, вечного синего неба. В древней тюркской культуре существовало слово «ара», означающее «чистый», не только телесно, но и духовно. Пройти обряд воды значило обрести статус ара-адам, человека, очищенного и готового к жизни в сообществе. Некоторые тюркологи предполагают, что подобные обряды могли повлиять и на ритуалы других народов. Однако это остается предметом научных споров, а потому такие версии важно рассматривать как одну из гипотез, а не абсолютную истину. Заключение. Древние обряды тюрков, такие как Кыркынан-Чыгару, отражают глубокую заботу о духовном и физическом здоровье новорожденного и матери. Они формировались в степной культуре, где важно было все – слово, вода, огонь и особенно отношение к жизни и человеку. Сегодня мы видим, что многие элементы древней традиции сохранились в казахской культуре. Они наполняют ее смыслом, глубиной и связью с предками.